Уважаемый Юлиан, уважаемый Антон, мастера компании Якут Снайпер. Вот хочу поделиться с вами приятной новостью, которая меня посетила, и предметом, который изготовили компания Якут Снайпер, приклад. Юлиан снял с меня все параметры, которые необходимы. Это у меня ружье Super Black Eagle. Она у меня уже давно, одно из первых. Я его специально брал, ему уже почти больше 25 лет, на гусей. Она много уже постреляла, побывала на охотах, но в основном гусиная охота. Ну, по первости и на утку стрелял, сейчас на утку особо я не езжу. Вот. Ну, что я хотел сказать, что приклад получился просто хороший, он хорошо подошел мне. Значит, что здесь у меня? Это регулируемый гребень, регулируемый затыльник, пистолетная рукоятка, значит, вот это ружье. У него 89-й патрон. Я стреляю, раньше стрелял из стальной дробью, когда была возможность покупать патроны. Значит, больших проблем она мне вообще никак не создавала, стреляла хорошо, и я хочу сказать, что я этим ружьем очень доволен. То есть фирма Бинелли, значит, достойно делают ружья, значит. Ну, остановлюсь на прикладе. Хочу поделиться с охотниками, которые хотят себе изменить стоковый приклад и сделать его, как всегда говорят, под себя. Как говорит Юлиан, стреляет ствол, а попадает приклад. Ну, это какой-то там английский, спортсмен об этом говорил. Но я могу своего опыта поделиться, что стоковый приклад я долго доводил, удлинял, укорачивал, пич менял, и прокладки ставил, и что только я не делал. Значит, потом я заказал такой же приклад, примерно такой же у мастера здесь в Томске. Не хочу ничего плохого сказать о этом мастере. Мастер мне изготовил, но, правда, не было регулируемого гребня, не было был регулируемый затыльник. Но в любом случае приклад не подошел. Не подошел. Я понял, что, узнав о компании Якут Снайпер, посмотрев обзоры, и понял, что нужно отдать изготовление приклада профессионалам, которые этим умеют заниматься. Ружье разряжено, так что, значит, нахожусь я в городе Томске, под Северском, Экстрим Парк. Здесь у нас стрелковый клуб, мы здесь иногда тренируемся, здесь тренируются спортсмены, здесь проводят соревнования. Ему уже много лет, я уже не помню, я его только лет 30, наверное, знаю, этот Экстрим Парк. Здесь у меня товарищи, вот, которые занимаются этим экстрим-парком. Ну, возвращаясь к прикладу, значит, какая была стояла задача? Нужно было задачу подогнать приклад так, как бы по моим параметрам. Все размеры и необходимые, значит, параметры Юлиан снял, и мне его изготовили и прислали. Вот. Одно единственное, что я здесь сам сделал доводку, немного по креплению я здесь довел, потому что здесь стоит механизм регулировки гребня. Я его сам отправляю. Это я с немецкого спортивного ружья. Мы сделали образцы. Значит, получились очень хорошо. И я им пользуюсь. И у меня уже на спортивном ружье стоит такой регулируемый гребень. Мы врезали. Здесь немножко я немного подогнал. Значит, а так все как бы вот как есть. И сделал вот эти отверстия. Здесь вот я покажу их. Это фиксатор регулировки, а это регулировка. Как удобнее, потому что когда снимаешь, регулируешь, надеваешь, сбивается. Сейчас я что буду делать? Я сейчас стрельну из пули на 35 метров, посмотрю, как ложится пуля. Если пуля ложится все по центру, и тогда начну регулировать оси дроби по горизонтали. Я хочу сделать 60% выше и 40% ниже центра. Это для того, чтобы стрелять на гусей.
с открытой планкой для того, чтобы видеть саму птицу, не закрывать ее прицельной мушкой. Я стреляю с открытой планкой. Вот, поэтому я благодарен компании Якут Снайпер за вот это изделие, которое они, и с ними сотрудничество. Сейчас я им отправил, буду делать себе приклад на нарезное оружие Браунинг Бар 2. То же самое сделаю для того, чтобы его тоже, потому что, учитывая то, что с бара я стреляю и с открытым прицелом, и с оптикой, и с тепловизором, поэтому мне необходимо будет тоже, хотя там у меня есть калоша стояла для удлинения приклада и стояла специальная накладка для того, чтобы стрелять из оптики, но меня это тоже не устраивало, поэтому я благодарен компании Якут Снайпер за это прекрасное изделие, которое они мне сделали. Я думаю, что оно мне принесет большое удовольствие на весенней охоте на гусей. Я езжу уже на гусей больше 20 лет. Значит, для меня гусиная охота — это целая традиция, целый праздник. С своими друзьями мы уже ездим и ждем уже начала открытия охоты весенней на гусей. Как я только вот сейчас постреляю, потом я покажу результаты, как у меня получилось по мишеням, и тогда дополнительно сделаю видео. Спасибо за то, что меня внимательно посмотрели. Юаня, спасибо. Значит, до встречи.